Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я напоминаю, что в нашу инициативную группу по увековечиванию памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий на территории Мордовии вошел Михаил Васильевич Мосин. Он доктор филологических наук, профессор кафедры финно-угорской филологии, заведующий сектором межрегионального научного центра финно-угроведения, заслуженный деятель науки Республики Мордовия и Российской Федерации, многократный лауреат Государственной премии в области науки и техники. Напомню нашим телезрителям, что пожелания, которые мы обращаем к городским и региональным властям, обращает наша инициативная группа, это продолжать процесс реабилитации по тем статьям Уголовного кодекса Советского Союза, которые уже приняты незаконно осужденными, незаконно наказанными, проводить регулярное ежегодное поминальное мероприятие в память жертв политических репрессий, чтобы происходило крепление мемориальных досок на стенах последнего места жительства репрессированных земляков, чтобы в центре Саранска был установлен памятник и организован музей жертвам политических репрессий, чтобы открывались архивы, касающиеся репрессированных и процедуры репрессий, чтобы было обнародовано места захоронений расстрелянных жертв репрессий и чтобы был возведен мемориальный комплекс на месте уже обнаруженного массового захоронения. Более 500 жертв политических репрессий в Саранске, в лесу, на юго-западе у богоявленских родников. И, Михаил Васильевич, вот для начала расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, когда вы вообще заинтересовались филологией и решили заниматься этой областью науки? Я заинтересовался где-то после того, как закончил культпросветучилище, работал заведующим клубом в своем селе. В каком? Это село Жабино Родотурского района. И вот тогда надумал поступать на филологический факультет, на национальное отделение. И это было в 1961 году. Собственно, учился с усердием, как-то мне нравился латинский язык, особенно вот сейчас вспоминаю. В течение 5 лет с удовольствием учился, а потом был направлен на конференцию студенческую, научную, в Эстонию, в Тарту. И там сделал научный доклад. Это уже было на 5-м курсе. Профессор Аристов, который сейчас здесь у меня, портрет его, который знал 42 языка, он мне сказал: а хотите приехать в Эстонию в аспирантуру? Я тогда окрыленный сказал: да, с удовольствием, если это получится. И тогда ректорат университета, Григорий Яковлевич Меркушкин, был ректором университета, он направил меня туда в аспирантуру, целевую аспирантуру. Целевую аспирантуру закончил, это было в 70-м году, и в 71-м году защитил кандидатскую диссертацию. Вот так, собственно говоря, определилась. Потом приехал сюда работать, и работал ассистентом, и старшим преподавателем, доцентом, потом профессором и деканом факультета. Деканом факультета я работал около 29 лет, без 2 месяцев 29 лет. В начале 80-х впервые, и вот... Впервые в начале, то есть в конце 70-х, а потом в конце 80-х, ну, первые годы были 1978-80-е годы, а потом 1987 до 1913 года. 2013. А если сравнить, каким тогда был факультет и каким сейчас? Вот. Ну, тогда факультет был большой, прием студентов было большое количество, то есть, по сути, контингент студентов, помню, был 1253 человека. Было огромное заочное отделение и большое отделение дневного. Кстати, в 1988 году к факультету был присоединен еще факультет иностранных языков,
по сути, 13 лет такой огромный факультет был. Потом в 2001 году открыли снова факультет иностранных языков. Ну и тогда был прием большой на филологический факультет. Это сейчас сократили прием до минимума, я бы сказал, на гуманитарные факультеты. Я считаю, что это не совсем логично, потому что гуманитарные науки должны все-таки исключительно быть приоритетными. Это в связи с недостаточными доходами регионального бюджета, да? Региональный бюджет здесь, собственно, отношение к этому имеет посредственное, то есть, а бюджет у нас российский, все-таки университеты обслуживаются российским бюджетом. Поэтому я не знаю, почему не находятся для этого финансов, для продолжения или расширения гуманитарных, например, не сокращения гуманитарных факультетов. Это не совсем понятно. Для них это менее приоритетно получается, да, чем развитие промышленности. Так, во всяком случае, гуманитарии, по сути, Россия всегда жила духовностью, поэтому гуманитарные факультеты – это духовная основа России. Поэтому, мне кажется, здесь какое-то пренебрежение есть даже. Это мое мнение, конечно. И вы параллельно с научной и педагогической деятельностью уже в 80-х годах тоже заинтересовались национальной защитой интересов народа. В конце 80-х годов, в начале 90-х началась перестройка, и отношение к национальным вопросам, вопросам развития малочисленных народов и их культуры обращалось особое внимание, поэтому тогда многие, собственно говоря, включались в это дело и включились, и это было, создана была Мастурава, здесь общественное движение. После Мастуравы был съезд Мастурава, потом в 1992 году, если не ошибаюсь, был съезд, первый съезд Мордвы, мордовского народа, а потом уже я был уже членом исполкома этого, то есть этого объединения общественного, Межрегионального совета общественного движения мордовского народа. Потом в 1995 году был избран на съезде председателем общественного движения и поработал на этом месте до 2014 года. То есть, по сути, выступал с докладами на втором, третьем, четвертом, пятом, шестом съездах Мордвы и на съезде Ассоциации финно-угорских народов. В Москве в 2005 году был избран председателем АФУНа, Ассоциации финно-угорских народов России. И там поработал еще 4 года до 2000, то есть до 2009 года. А где находилась ассоциация? Ассоциация находилась в Саранске, то есть мы тогда нашли, то есть правительство поддержало нам в Доме политпросвещения, тогда еще театра не было, Доме политпросвещения, нам давали 3 комнаты, и мы там по сути размещались как ассоциация. Я был и председателем Ассоциации финно-угорских народов, и в это же время председателем общественного движения мордовского народа. Так что вот такая была, собственно, картина. Естественно, быть в течение 21 года председателем, конечно, приходилось проводить весьма большую работу. И тут и не хвалу скажу, что без этого быть председателем 21 год, по сути, можно сказать, логично невозможно. Поэтому были постоянные выезды районы республики, различные районы, естественно, диаспоре мордовского народа. Это Ульяновская область, Самарская область, Пензенская, где живет Мордва, Башкирии, Оренбурга, Чувашии, Татарии, я уже сказал, Башкирии и так далее. Поэтому, в общем, была очень интересная
работа, по сути, в это время мы растревожили, можно сказать, даже диаспору мордовскую, которая по своей численности занимает, я бы сказал, 2/3 мордовского населения. Разбудили их интерес, да? Безусловно, это было непосредственно, конечно, инициативу проявляли, и мы способствовали развитию этой инициативы. И, конечно, там проводились различные мероприятия разного характера. Конечно, все старались для того, чтобы поднять культуру Мордвы, воскресить традиции Мордвы, поддержать языковые процессы развития языков в Мордовии, и в Мордовии, и в диаспоре. И в это время, и сейчас, правда, это продолжается, по сути, во многих регионах диаспоры ведется рязанский и макшанский языки в школах. Особенно это отличалось на том плане в Ульяновской области. В Ульяновской области в 95 школах преподавался рязанский и макшанский язык. Вот такая картина была. То есть скучать было некогда, и, собственно говоря, и не было в планах, чтобы скучать, потому что это общение с народом во имя, собственно говоря, развития культуры, во имя развития языков, их воскресения языков и так далее. По сути, ведь до перестройки в мордовских школах мордовский язык не преподавался. Тогда за это даже грамоты получали некоторые министры. Это было, конечно, я бы сказал... За то, что препятствовало развитию, да, грамоты? Собственно говоря, это было каким-то застоем в этом плане, исключительно застоем. А потом, вот, начало перестройки, 90-е годы, все это, естественно, во всех регионах стало рассматриваться уже в другом аспекте. И для этого было, собственно говоря, отношение правительственных структур положительное. То есть, по сути, никто, ну, может быть, некоторые боялись и стеснялись, что их обвинят в национализме, но в национализме, по сути, никого не обвиняли. И сейчас это продолжается в таком же духе. Но вот сейчас некоторые общественные деятели, беспокоящиеся за развитие негосударственных языков, ну даже вот и татарского языка, они переживают, что все меньше государство оставляет простор для обучения этому языку, вы выносите его на факультативы, выносите его на необязательные, не финансируют учителей. То есть вот эту тенденцию, она тоже вас заставляет переживать? Собственно говоря, это было и заметно те времена, когда в саранских школах стали преподавать рязанский и макшанский язык. Тогда несколько родителей, и, может быть, в 2-3 школах стали возражать против этого, но тогда общественная организация наша и, собственно, и ведущие, в общем-то, работники вузов и национальных общественных организаций написали письмо и убедили родителей, что дополнительное изучение языка, тем более родного, не мешает развитию личности, развитию ребенка и умственным способностям ребенка. Это, наоборот, расширяет его кругозор, и все-таки, то есть, каких-то таких острых моментов не возникало. Я считаю, что и сейчас в этом плане нет. По сути, рязанский, макшанский язык преподается во всех школах. Правда, отношение, скажем, у некоторых к этому еще до сих пор бюрократическое или, скажем, такое казенное, но это, в общем-то, сейчас и поддержки ни в общественных структурах, ни в правительственных структурах не получает, потому что все понятно, что от зная дополнительного языка, тем более своего родного языка, своей культуры, по сути, еще не страдала ни одна нация. И в этом убежденности, что не вот, я считаю, что больше. Михаил Васильевич, а сейчас какие стоят главные задачи перед финно-угорскими и рязанскими, макшанскими общественными организациями? Я бы сказал, все-таки первой задачей остается и впредь изучение родных языков в школах.
Я говорю, что вот такие бюрократические или, прямо скажем, перестраховочные взгляды иногда бывают, эти не должны получать никакой поддержки. Потому что ведение, то есть функционирование, рассчитано на функционирование этих языков. Например, мы знаем хорошие примеры. В Финляндии, например, 4% шведов, но все финны изучают шведский язык. И без шведского языка аттестат финн не получит в Финляндии. И в Швеции 5 или 4% финнов, швед без знания, потому что они государственными считаются языки, и без знания финского языка ни один швед не получит аттестат. Чтобы дружба народов была, да? Безусловно. И в этом плане, по сути, по этому пути сейчас идет Россия, но я говорю, что некоторые казенно рассматривающие эти моменты пока еще имеются. Михаил Васильевич, конечно, их никто не за эти процедуры, за эти взгляды не хвалит, тем не менее они, так, как бы скажем, еще не недоспустивают эти вещи. Считают, что это некоторые родители, например, говорят, что не надо нагружать моего ребенка другим дополнительным языком. Это просто заблуждение, великое заблуждение. Я вам скажу, что вот профессор академик Аристи, который руководил моей кандидатской диссертацией и научным консультантом был докторской диссертации, он знал 43 языка. На 43 языках свободно говорил, писал и так далее. И, конечно, его энергии, его умственным способностям завидовала, естественно, не только Эстония, но и Россия, я имею в виду в Советском Союзе, когда это было все вместе. Вот в 30-х годах, Михаил Васильевич, в Мордовию приехали с разных мест люди, которые очень хотели создать мордовскую государственность и развивать сельзянскую, макшанскую культуру, языки, филологию. И люди открыли свои творческие потенциалы, создавали общественные организации, научные организации, газеты во всех селах, книги издавали на мордовских языках. И потом их взяли и составили несколько списков, в котором вот эту элиту, которая за несколько десятилетий поднялась, ее срезали. Вот как к этому относиться, Михаил Васильевич? Я по этому поводу скажу, что мне посчастливилось рассматривать газетные материалы с 20-х годов, когда выходили газеты, стали выходить в 20-м году ульяновские, через Тяму, «Восход» назывался, власть газета, вернее, и газета Яксери Соките «Красный пахарь» в Саратове. И третья газета выходила в Москве Яксери Теща «Красная звезда». Вот эти три газеты, по сути, стали писать на родном языке. Безусловно, там были огромные диалектные ошибки, тем не менее, литературной нормы уже не было тогда. И литературная норма в мордовских языках стала образовываться в 1924 году после съезда учителей в Москве. И тогда стали предлагать варианты литературной нормы. В первую очередь этот вариант предложил Евсеев Макар Евсеевич, который, по сути, сделал для Мордвы просто огромное дело, которое будет бесконечно цениться в наших, собственно говоря, нашей памяти и не только, и будущих поколений. И его тоже репрессировали? Он тоже в какой-то степени, он не так сильно был репрессирован, но репрессии коснулись 30-37 годы, особенно после выступления Сталина. Я даже об этом писал, я выпустил монографию «Изянский язык» в национальной газете 1921, то есть 20 по 2008 год. И здесь я, собственно говоря, отметил группу людей, которые, собственно, старались, чтобы 30-е годы, особенно во время научных конференций, прошло уже 4 научные конференции, где как раз очень активно вот эти представители национальной культуры, представители, собственно говоря, мордовской интеллигенции
вы, как правильно говорите, приехав с разных уголков России, из Саратова, из Самары, особенно из Самары, из других регионов, они, по сути, здесь создавали те учреждения, и общественные учреждения, и только и государственные учреждения. Почему так произошло? Потому что Мордве, то есть государственность была дана в 1928 году, когда создавался округ Мордовский. По сути, с другими народами мы в этом плане Поволжье самые поздние, наверное. Марийцев, например, у марийцев было создано это уже в 1921 году, а у нас в 1928 году, а потом окончательно этот вопрос был решен в 1930 году, когда был создан округ Мордовский. Конечно, здесь, по сути, ни одна газета не выходила первоначально. Вот эти газеты потом здесь, газета «Якстеретеще» была переименована «Эльзянь Коммуна», и в этой газете, конечно, вопросы рассматривались, безусловно, на всех заседаниях, какие проходили. А, собственно, создан был Институт культуры, и в этом Институте культуры, который является сейчас гуманитарным институтом, то есть при правительстве, тогда вопросы рассматривались, то есть, по сути, рассматривались и спорили не на живот, а на смерть. То есть критиковали друг друга беспощадно. Материалы этих конференций у меня имеются все, естественно, я в свое время сделал переплеты этих материалов, и они, собственно говоря, в любое время можно их рассмотреть. Я не в научно-исследовательском институте, сейчас выпускается один том, по-моему, выпущен уже, второй том, по-моему, уже готовится к выпуску по этим материалам. По сути, 30-е годы были очень активными в создании национальной культуры, сохранении национальных языков и, естественно, различных организаций, которые способствовали развитию Мордвы, я имею в виду общему развитию Мордвы. Но, к сожалению, тогда Сталин, вот здесь я даже отмечаю в своей газете, Сталин в 1933 году выступил на одном из совещаний и сказал: мы сначала дадим возможность создать или развить национальные культуры, а потом вольем их в общую пролетарскую культуру. Но вливать культуру, какую-то общую культуру, это невозможно. Культура сама, собственно говоря, пользуется общая международная, если массовая международная культура пользуется всеми культурами и воспринимает эти культуры, и тогда создается мировая культура. Поэтому здесь вот это вливание, как будто ведро воды вливать в чан, это было, конечно, уже явлением, можно сказать, идеологически-репрессивного характера. Это был конец 1933 года, а уже в 1936-1937 году, да, скажу, даже такая была система. В газете «Эльзянь Коммуна» сначала 32-31 годы еще, и 28-29 годы Якстеретещи выходили литературные странички. Эти литературные странички, там были и стихи, и прозаические произведения. Эти литературные странички были потом, по сути, аннулированы. В газетах уже перестали литературные эти странички выходить. И в газетах боялись лишнее национальное слово сказать. Например, Рябова раскритиковали, профессора Рябова, который ратовал за национальный язык, за его совершенствование. Его обвинили в том, что он коммунистическую партию вообще назвал Кутя. По-мордовски это кучка. Раньше, помните, про большевиков и про меньшевиков говорили кучка, потому что это первоначально началось из небольших количеств, то есть небольшого количества сторонников этой идеи. И у Ленина еще, то есть на съезде РСДРП, по-моему, если я не ошибаюсь, 1904 или 2003 году, нет, 1901 или во втором году, это я сейчас немного запамятовал, тоже кучкой называлась еще большевики, когда возникли большевики и меньшевики. Поэтому, конечно, Бейсен Дяукс,
сейчас объединение можно назвать. Партию можно назвать, была Ирис Индиакус. Но его же коллеги раскритиковали, вот, то есть, как небрежно называет Рябов, профессор, партию, категорически. Люди боялись лишних слов. И за это, конечно, пострадал, как его, Рябов, за то, что он предлагал вести мордовские языки не на кириллице, а на латинице. Это было еще 23-24 годы, 25-26 годы. Это идея тогда витала в России, особенно в Поволжье, на кириллице создавать эти алфавиты или на латинице. За это он, конечно, пострадал, и в 1937 году был вместе с братом расстрелян. И вот те, которые ратовали, например, за развитие собственно мордовских языковых средств, в большей степени выигрывали те, которые за интернационализм, чтобы в мордовских языках было больше заимствований. Но мы согласны, что ни один язык без заимствований не может быть. И в русском языке масса заимствований. Мы знаем и польские заимствования, и немецкие, и французские и так далее. Заимствования. Не без этого, конечно. Мы знаем французские заимствования, которые касаются больше одежды, а технические термины заимствованы у немцев. Спортивные термины заимствованы у англичан, с английского языка. То есть через польский язык заимствованы были немецкие термины по техническим, в общем-то, различным видам промышленности и так далее. Не без этого. Но и мордовские языки не обошлись без заимствований. Сейчас большое число заимствований, но в первую очередь все-таки надо основу своего языка, средства своего языка развивать в большей степени. И сейчас это, мы знаем, что в этом плане, особенно терминологии, очень много, то есть терминологическая система хромает до сих пор, она не создана. Например, если шоферу сказать «штатл», это свеча, а шофер понимает, что свеча это в машине только свеча, но штатл, Мальвину скажет штатл, он понимает свеча как около, где-то в церкви ставится эта свеча, но это тот же термин. Но он это не воспримет и скажет, ты что, зачем мне это навязываешь? Вот такая картина получается психологическая. То есть выполняли задачу Сталина по унификации, то есть, говоря, что да, все были, кстати, усреднялись. Отношение было и к ним критическое, но они не страдали таким образом. Тоталитаризм такой в культуре. Да. А вот те, которые боролись за развитие средств своего родного языка, за особенности языковых средств родного ельцинского, мокшанского языков, эти, собственно, были гораздо сильнее наказаны. И претерпели, конечно, в 1937 году такие репрессии огромнейшие. И получается еще, что мы вот живем в Мордовии, и по всей стране есть национальные республики, а почти все, кто создавали эти национальные республики, они были репрессированы. То есть мы как на пожарище таком живем, где все, кто создали дом, в котором мы живем, они были уничтожены. К сожалению, когда читаешь это, помню, мы очень много, когда готовили вот эти материалы рязанских и мокшанских газет с Валентиной Ивановной Щанкиной. Она занималась мокшанским материалом, а я занимался рязанским материалом. Волосы дыбом стоят, что творилось тогда. Собственно говоря, люди боялись, например, в газете переводить, если какие-то были доклады членов Политбюро. И эти доклады, по сути, в большей степени переводились, особенно если не русского языка. Боялись какой-то термин внедрить. И тогда делопроизводство было, по сути, только начато и угроблено тут же. То есть была возможность делопроизводством заниматься на родном языке в 30-е годы. И, собственно говоря, этому была дана зеленая дорога. Но сами мордва смотрят, что придумывать какие-то термины, боялись, естественно, и не вникали, как можно сказать, серьезно, потому что и безграмотность была, дай бог, мало, то есть грамотность была невысока, очень низкая грамотность была. Тогда они не могли, например, производственные
естественно, документацию проводить на родном языке. Или в течение 2 лет отказались от этого сами. Это было, в общем... Но, кстати, никто не был наказан. То есть постановления были по этому поводу, что надо делопроизводством заниматься на родном языке. Только были слова. Но наказаний, кто нарушал это, то есть такое, собственно говоря, желание ЦИК, это не наказывалось. То есть получается, что если политическая система авторитарная, то она даже без прямых указаний и законодательных актов и постановлений сама разрушает вот этот естественный процесс развития языка. По сути, любые процессы, любую идеологию надо реально, честно и добросовестно поддерживать. Иначе, то есть, собственно говоря, она не может дальше пойти. Тем более, то есть, в большей степени то есть, шумели с интернационализмом. То есть свое родное не создавать, а что-то чужое, интернациональное откуда-то брать и ставить во главе всей основы. Это ненормально. Тоже пустые слова. Если здесь есть на месте множество народов, множество языков, вот почва для практического применения вот этих идей интернационализма. А получается у нас интернационализм только по отношению к испанцам, а когда здесь народы, все в один котел, все одинаково, унификация. Собственно говоря, сейчас в этом плане, может быть, те ошибки, которые были в 30-е, 37-е годы особенно исправлены, то этого не допускается категорически. В этом плане, надо сказать, ну, представьте себе, церковь была категорически запрещена. Это же вообще сыграло очень отрицательную роль в развитии духовности России. Исключительно. То есть уже начало еще при Ленине, то есть, по сути, истреблялись священники и так далее. По 1000 с лишним человек. То есть, по сути, уже репрессированы были. Вот. Эта тенденция шла, я говорю, это. А потом, после 1937 года, 1938 годов, после 40-х годов, в школах давали преподавать на родном языке. То есть, были постепенно, из школ был вытеснен национальный рязанский и мокшанский язык. По сути, чему мешало все это? Вот такая картина была. Вот вы как филолог, когда делаете, создаете свои научные тексты, наверняка опирались и брали примеры из, вот, вы, наверное, рязанской литературы, да, для своих научных статей. И вот как отразились репрессии на рязанской художественной литературе, на искусстве, поэзии? Условно, если я вам говорю, что странички, литературные странички были, собственно говоря, исчезли из газет, это же об этом говорит, потому что люди творчески уже не могли использовать все те возможности, которые они имели, те способности свои они не могли использовать. Например, Артур Моро написал стихотворение такое: «Мон рязан, он пряство пилькса рязан». Его приглашают в союз писателей и говорят: ты кто такой? Почему ты 16-17-летний пацан, ты себя хвалишь? Надо говорить, то есть хвалить социализм, идеи Сталина и Ленина, а ты себя хвалишь. Сразу же было наказание. А интересно ли, я ирзянин, я с ног до головы ирзянин, или с головы до ног ирзянин. В чем здесь плохого? Ничего подобного. Низкопоклонство. Свое достоинство ты не показывай. Это было таким образом, конечно. Ну и школ было, я говорю, вытеснено до 90-х годов. В школе родные языки не приветствовались. И, кстати, дети, например, школьники, которые, например, в селе русские жили, они, если родной язык был, то в родной язык они заходили, они бегали по коридору и создавали, то есть нарушали дисциплину, и, то есть они мешали проводить уроки в школах. И это приветствовалось. То есть категорически, если кто-то, значит, в селе живет из русской национальности, чтобы ребенок
занимался родным языком, то есть мордовским языком, потому что по расписанию вот вторая пара, второй урок родной язык, он бегал по коридору, то есть нарушал дисциплину. То есть это же тоже к чему нужно было. То есть Советский Союз, получается, он был не интернациональным, а он был националистическим, потому что создавали вот эту выдуманную нацию советский народ. Он был немножко шовинистическим. Вот и шовинизм в этом, что создавали искусственную нацию, которая оказалось, что все понимали, что это ложь, и поэтому она и исчезла за несколько дней. То есть просто это была идея Сталина, который категорически не допускал творческую мысль. Мы даже не допускали, например, чтобы заниматься техническими науками, как кибернетикой. Кибернетика была лже-буржуазной наукой. Это же смешно. И поэтому Россия в какой-то степени тогда еще получила отсталость от этих технологий. И до сих пор, мне кажется, эта отсталость чувствуется. Потому что мы стали пользоваться компьютером только японскими и, может быть, чужими, но не своими. Это же о чем-то говорит. То есть это ведь, собственно, в бюджете, собственно, богатство страны отражается, если покупать посторонние, то есть японские, а не свои создавать. Это обходится для страны раз, то есть неэкономно. Михаил Васильевич, а вот такой тяжелый вопрос. Как бы все граждане Советского Союза знали, что вот особенно в тот период большого террора происходили, как сказать, массовые пытки, что у человека, фактически не было шансов, какое бы у него ни было чувство собственного достоинства, не признать свою вину в вымышленных покушениях на Сталина, в том, что он роет канал подземный в Финляндию. То есть не было, потому что пытки были настолько изощренные, настолько мастерские и настолько с применением химического оружия. А вот насколько это знание, вот этот страх, ужас, понимание, что мы песчинка, мы пыль под ногами вот этой системы, которая может нас уничтожить, отразилось в целом на нашем обществе. Безусловно. Собственно говоря, мы, то есть в этом плане сейчас огромное количество литературы. По сути, это все сейчас, собственно говоря, Солженицын все это обязательно показал в своих работах, которые мы в свое время читать здесь не могли, эти книги. Вот. А потом мы стали все-таки прислушиваться и к Солженицыну, который теперь вот 100 лет ему исполнилось дня 2 тому назад. Вот. И памятник поставили. Памятник ему поставили. Кстати, я сказал, что вы хотели, что вы задали такой вопрос. По поводу пыток. По поводу пыток. Безусловно, это же все-таки люди исчезали из общества, из семей, и, по сути, никаких следов не было. Конечно, это создавался страх на самой стране, исключительно в этом плане. И вот у нас, я вам хочу, и вам, Михаил Васильевич... То есть эти годы, да. 30-е годы, не дай бог. И довольно доходило до того, что многие старались, психологию создали, многие старались выдавать друг друга. Вот. Это же вообще явление страшное. Михаил Васильевич, нашел интересный очень документ, который интересный. Итак, в 1937 году был издан приказ 447, 20447, по которому начался большой террор. И как происходили совещания, когда люди, руководители НКВД краев, областей, были на совещании у Ежова, потом разъехались по своим регионам и там как бы давали задание, как быстро провести, выполнить лимиты по уничтожению людей. И до сих пор это все засекречено, стенограммы. Но по одному краю удалось историкам вытащить на свет стенограмму заседания, как начальник НКВД объяснял, что нужно сделать. И поэтому мы можем сделать
вывод, что, скорее всего, такой же разговор был в Саранске, на Советской площади, в здании НКВД. Только там была другая фамилия, другие люди, но, скорее всего, похожий был разговор. Это цитата Сергей Наумович Миронов, начальник УНКВД по Западно-Сибирскому краю СССР, на оперативном совещании начальников оперативных секторов НКВД по Западно-Сибирскому краю от 25 июля 1937 года. Но сейчас мы прервемся, конец первой части.